Начинаем с главной, наверное, противоречивой новости последнего часа. На монастырь Святой Екатерины на Синае предположительно совершено нападение. Средства массовой информации, во всяком случае, сообщают о погибших и пострадавших. Сейчас с нами на прямую связь выходит собственный корреспондент ВГТРК в Египте Андрей Попов. Андрей, приветствую. Действительно, очень противоречивая информация поступает. Одни источники сообщают о взрыве, другие о стрельбе. Третьи вообще пишут о том, что никакого нападения не было. Так что же произошло на самом деле, что известно к этой минуте? Илья, хочу сказать, что последнее сообщение, которое передает Аль-Масри Аль-Яум, в нем говорится о том, что действительно никакого нападения не было, что якобы один из полицейских по неосторожности нажал на курок своего автомата, в результате чего 4 полицейских получили ранения, и они уже отправлены в госпиталь города Шарм-эль-Шейх, где им оказана необходимая медицинская помощь. Хочу сказать, что монастырь Святой Екатерины стоит на Синайском полуострове уже 14 веков, и за все это время ни разу не был ни ограблен, ни разрушен. И это при том, что за его стенами хранятся действительно уникальные артефакты. 3 самые древние из известных христианских иконы, а также уникальные рукописные книги, золотые и серебряные украшения. И один из самых важных документов монастыря – знаменитая охранная грамота пророка Мухаммеда. Считается, что ее текст диктовал действительно сам пророк Мухаммед, и бумага скреплена отпечатком его ладони. В грамоте говорится, что вот буквально следующее: «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, это послание от Мухаммеда ибн Абдаллы всем христианам, ближним и дальним, да будет оно порукой нашего с ними единства». И с тех пор охраняет племя бедуинов монастырь Святой Екатерины, это племя Джабалия, которым считается 200 потомки тех 200 воинов, которые пришли на Синай вместе с императором Юстинианом для строительства монастыря еще в VI веке. С тех пор воины приняли уже ислам, но сохранили верность своей службы. Хочу сказать, что монастырь Святой Екатерины является местом паломничества для христиан всего мира. Его ежегодно посещают десятки тысяч человек, в том числе и многие россияне, к которым здесь относятся с особым уважением. Илья? Да, большое спасибо. С нами на прямой связи из Египта был собственный корреспондент ВГТРК Андрей Попов.